Якуты в тайге– охотники, на войне– снайперы. Якутяне издавна славятся своей меткой стрельбой. Это подтверждается фактами из истории. В 1839 году в Санкт-Петербурге на смотре казачьих маневров рядовой якутского казачьего полка Попов, родом из Вилюйска, показал исключительно меткую стрельбу. За это он получил из рук императора Николая I серебряную табакерку с царским вензелем. Спустя 99 лет в Москве на всесоюзных соревнованиях по стрельбе из меткокалиберной винтовки команда ЯАСР заняла третье место и получила благодарность от маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденова. Только за годы войны всесоюзный спортивный норматив «Ворошиловский стрелок» выполнили 27 866 якутян. В годы Великой Отечественной войны, как утверждает сайт Министерства обороны Российской Федерации, 10 лучших снайперов советской армии уничтожили 4905 врагов, 20 лучших снайперов – 7400. При этом 10 лучших снайперов Якутии ликвидировали 1913 врагов, 20 лучших – 2262. 33 якутских снайпера уничтожили 2871 солдат и офицеров гитлеровской Германии и ее сателлитов. Первым снайпером из якутян стал Мыреев Егор Иванович. Родился в 1920 году в селе Веченга Ленского района Якутской АСР. 15 сентября 1940 года в Ленинградский институт имени Островского выехали 32 юноши и девушки из Якутии. Среди них был и Егор Мыреев. Преподаватели высоко ценили актерское мастерство студента, но наступило 22 июня 1941 года. Молодежь из якутской студии участвовала в оборонительных мероприятиях в Ленинграде. О подвигах студентов Левковская написала книгу «Цветы на холодном снегу». 4 июля 1941 года Егор Мыреев добровольно записался в первую добровольческую дивизию имени Кирова, выучился на снайпера, обучал меткой стрельбе других бойцов, сражался на Порховско-Псковском направлении и под Пулково. 13 сентября 1941 года получил ранение. Очень скоро красноармеец Егор Мыреев прослыл в дивизии мастером огневого дела, одним из лучших стрелков. В декабре 1941 года в торжественной обстановке ему вручили снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Он был храбрым разведчиком и отличным снайпером. На его личном счету более 50 уничтоженных фашистов. Однажды он привел языка. 24 января 1942 года снайпер 213-го стрелкового полка, 56-я стрелковая дивизия Ленинградский фронт, старший сержант Егор Мыреев представлен командованием части к ордену Ленина за уничтожение 38 солдат и офицеров противника, но получить награду за свои ратные дела не успел. 10 февраля 1942 года вражеская пуля оборвала жизнь отважного снайпера. Похоронен в братской могиле на кладбище города Колпино Ленинградской области. Приказом номер 412-Н от 22 февраля 1942 года по войскам Ленинградского фронта посмертно награжден орденом Красной Звезды. Окончательный итог боевой работы снайпера Егора Мыреева составил 65 уничтоженных солдат и офицеров противника. Как свидетельствуют архивные документы, рапорты и представления командиров и полководцев Великой Отечественной войны, воины, призванные из далекой Якутии, отличались выносливостью и терпением, особым умением метко стрелять, способностью в полной мере использовать боевую мощь винтовки, пулемета, миномета и орудия. На поле боя они быстро оценивали обстановку, великолепно ориентировались на местности, умело использовали особенности рельефа. В обороне и разведке проявляли выдержку, хладнокровие и наблюдательность. Хлопков Федор Матвеевич, уроженец села Крест-Хальджай Тампонского района, призван в армию в сентябре 1941 года, сержант, прославленный снайпер в частях Калининского, Первого Прибалтийского фронтов, мастер дуэлей со снайперами противника, уничтожил 429 немецко-фашистских солдат и офицеров, перенес 12 ранений и контузий, освобождал Калининскую, Тверскую, Смоленскую области, Белоруссию. Участник Парада Победы в Москве 1945 года,
Звание Героя Советского Союза присвоено с 6 мая 1965 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями за отвагу, за победу над Германией. Миронов Алексей Афанасьевич, уроженец Кентикского наслега Верхневилюйского улуса. Призван в армию в сентябре 1941 года. В гвардии сержант, снайпер 1-го стрелкового батальона 247-го гвардейского стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Участвовал в боях под Игумново, Рожково, Степаники, Холмом. К маю 1943 года уничтожил 123 фашиста, подготовил десятки отличных снайперов. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. 29 июня 1943 года представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Алексей Миронов умер от тяжкого ранения 30 марта 1945 года в Венгрии. Звание Героя Советского Союза присвоено 5 мая 1990 года. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, медалью за отвагу. Кульбертинов Иван Николаевич, уроженец села Тяня Алекминского улуса, ЭВН. Призван в июле 1942 года. Гвардии старший сержант, выдающийся снайпер. Прошел боевой путь от Старой Руссы до Праги. Воевал на территории Новгородской, Курской областей, Украины, Польши, Германии и Чехословакии. Лично уничтожил 252 солдата и офицера противника. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Славы Третьей степени, Отечественной войны первой и второй степеней, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, за доблестный труд, во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ленина. Гуляев Дмитрий Алексеевич, уроженец Вилюйского улуса, призван в сентябре 1941 года, старшина, снайпер, зачинитель подготовки снайперов на фронте. Воевал в составе 1289-го стрелкового полка, 110-й стрелковой дивизии, 33-й армии Западного фронта. С марта 1942 года по сентябрь 1943 года уничтожил 122 вражеских солдата и офицера. Обучил снайперскому искусству 22 молодых воина из Якутии, которые, по данным на 22 мая 1942 года, уничтожили 739 солдат и офицеров противника. Старшина Гуляев был награжден орденом Красного Знамени, медалью за боевые заслуги, погиб в бою в сентябре 1943 года у деревни Петрова Ярцевского района Смоленской области. Захаров Виктор Николаевич, уроженец села Чигунда Амурской области. Призван в июле 1943 года Алданским РВК. Ефрейтор, снайпер, сапер, разведчик. Воевал в составе войск Карельского фронта, участник освобождения Карелии, Мурманской области и севера Норвегии. 8 октября 1944 года при штурме сильно укрепленного района, продвигаясь под шквальным огнем, 2 противотанковыми гранатами ликвидировал вражеский ДОТ. Ефрейтор Захаров – активный участник разгрома Квантунской армии. Награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, Знак почета, медалями за отвагу, за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией, за победу над Японией, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за доблестный труд во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ленина. Первооткрыватель месторождения слюды флагопита, почетный гражданин Алданского района. Хычкин Иннокентий Семенович, уроженец Мигино-Кангаласского улуса, призван в июне 1941 года, старший лейтенант. Боевой путь начал снайпером 165-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Командиром взвода разведчиков в составе 482-го стрелкового полка 131-й Рапшинской дивизии с боями дошел до Германии. После войны окончил Ленинградское высшее авиационное училище, работал заместителем начальника Якутского управления гражданской авиации. Награжден 2 орденами Красной Звезды,
орденами Отечественной войны первой степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Знак почета, медалями за отвагу, за оборону Ленинграда, за победу над Германией, за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ленина, отличник аэрофлота, заслуженный работник народного хозяйства ЯСР. Петров Егор Константинович, уроженец Коенкинского наслега Сунтарского улуса, призван в сентябре 1941 года, гвардии сержант, стрелок, снайпер, ручной пулеметчик. Воевал в составе 1257 и 1100 стрелковых полков на Смоленском, Центральном и Волховском фронтах. В одной из контратак из ручного пулемета сразил около 100 гитлеровцев. Общий счет убитых немцев составил 240. Погиб в бою 2 января 1944 года в Псковской области. Награжден орденом Красной Звезды. Ковров Степан Гурьевич, уроженец Октябрьского наслега Горного улуса. Призван в сентябре 1941 года. Стрелок, снайпер, разведчик. Воевал в составе 1287-го стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии 33-й армии. Принимал активное участие в битве под Москвой. В начале марта 1942 года, находясь в ночном дозоре у деревни Карпово, один со снайперской винтовкой вступил в единоборство с 30 вражескими автоматчиками. Потеряв половину группы, убитыми и ранеными, немцы отступили. В августе того же года при освобождении 3 деревень Смоленской области уничтожил несколько десятков фашистов. За успех отмечен благодарностью от командира подразделения перед строем. Погиб в бою 17 августа 1942 года. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. Будурусов Василий Дмитриевич, уроженец Амгинского улуса, выпускник ЯНВШ. Призван в июне 1941 года. Младший сержант, снайпер. Командир отделения 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. В бою 12 июля 1942 года из винтовки уничтожил 15 гитлеровцев. 13 июля, будучи в боевом охранении, убил еще 5 немцев. 26 августа 1942 года в бою под Ростовом-на-Дону тяжело ранен, демобилизирован по ранению. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями за отвагу, за победу над Германией. Зароняев Роман Семенович, уроженец Намского улуса, выпускник ЯНВШ, призван в 1941 году. Гвардии старшина, снайпер, артиллерист-снайпер. Участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, освобождения Киева и Варшавы, взятия Берлина, разгрома Квантунской армии. На личном снайперском счету 59 уничтоженных гитлеровцев. Из 76 мм пушки уничтожил 2 танка, 2 блиндажа, более 100 солдат и офицеров противника. После войны сотрудник МВД, офицер. Награжден орденами Славы 3-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями за отвагу, за победу над Германией, фронтовым знаком «Снайпер». Новгородов Иван Федорович, уроженец 1-го хамустахского наслега Намского улуса. Призван в 1942 году, сержант, снайпер. В 1942-1943 годах уничтожил 26 гитлеровцев. Победитель единоборства со снайпером противника. Демобилизирован по ранению в 1944 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. Прохоров Николай Васильевич, уроженец села Салагон Горного улуса. Призван в 1941 году, младший сержант, стрелок, снайпер, наводчик противотанковых ружей. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Смоленской области, городов Ельня, Киров, Орша, Витебск. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Веревкин Павел Николаевич, уроженец Чачунского наслега Вилюйского улуса, рядовой, снайпер. Награжден орденом Красного Знамени, погиб в бою 19 августа 1943 года на Украине. Захоронен в деревне Лужки Даргачевского района Харьковской области, Украины.
Погадаев Иван Васильевич, уроженец города Якутска, работал на предприятиях Якутрайпа, призван в 1941 году, гвардии сержант, снайпер, воевал в составе 595-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии. Личный снайперский счет довел до 80, в том числе 10 заколол штыком в рукопашном бою. 3 августа 1942 года награжден медалью за отвагу. Федоров Георгий Константинович, уроженец Балтогинского наслега Чарапчинского улуса, стрелок, снайпер, сержант. В 1942 году обучил снайперскому мастерству 15 красноармейцев, партийный организатор стрелковой роты 188-й стрелковой дивизии, участник форсирования Днепра, освобождения Старой Руссы и Кривого Рога, штурма Демянского плацдарма немецких войск. На личном счету снайпера Георгия Федорова 116 уничтоженных солдат и офицеров противника. Вышел победителем в смертельном поединке с немецким снайпером. Взвод снайперов, в котором он служил, в 1943 году уничтожил 1442 фашиста. Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалью за победу над Германией, фронтовым знаком «Снайпер». На фронтах Великой Отечественной войны отличились снайперы, артиллеристы и снайперы-минометчики. Протодьяконов Гаврил Дмитриевич родился в деревне Бахсыцком наслеге Чарапчинского района, призван в армию в 1941 году, артиллерист, старший сержант. На фронте с 1942 года боевое крещение получил в боях у города Елец. Воевал в Сталинграде, лично уничтожил 7 немецких машин, много огневых точек, нанес урон живой силе врага, подбил самолет. В боях за Мамаев-Курган его расчет уничтожил 9 пулеметных точек, 4 блиндажа, 2 противотанковые пушки. В августе в неравном бою батарея, в которой служил Протодьяконов, подбила 20 танков. Лично он подбил 3 танка «Тигр», закончил войну в Германии. Награжден орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 3 медалями за отвагу, медалями за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за победу над Германией, фронтовым знаком «Отличный артиллерист», отличник народного образования ЯСР. Корякин Константин Евгеньевич, уроженец города Вилюйска, призван в 1940 году, старший сержант, командир минометного расчета взвода. Его боевой путь начался под городом Новгородом и завершился на Эльбе. В боях на территории Германии за населенные пункты Замерфельд, Кантиц, Нейштеттин и при штурме плацдарма на реке Хавель меткий минометчик уничтожил много пулеметных точек, нанес большой урон живой силе противника. Участник Парада Победы в Москве 1945 года. Награжден орденами Ленина, славы 3 степени, Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией. Корниенко Михаил Михайлович, 1923 года рождения, уроженец города Якутска. Призван в 1942 году, гвардии старший сержант, артиллерист, командир расчета противотанковых ружей. Прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, участник ожесточенных боев за Северный Донец, Луганск, Сталина, Запорожье, Днепропетровск, Днепр, Одессу, Южный Буг, Западный Буг, Любомль, Вислу, Люблин, Варшаву, Позанань, Одер, Шпрee. За годы войны лично подбил 5 танков, разбил 2 орудия, уничтожил 15 дотов и блиндажей, 3 автомашины, 9 фаустников. Взял в плен 17 солдат и 2 офицеров противника. Награжден орденами славы 2 и 3 степеней, Отечественной войны 2 степени, медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, фронтовым знаком «Отличный артиллерист». Бочкарев Илья Сергеевич, уроженец Усть-Алданского улуса, призван в 1941 году, гвардии старший сержант, стрелок, минометчик. Боевое крещение получил в декабре 1941 года в боях под Москвой. Участник тяжелых сражений под городом Ржевом за овладение Демянским плацдармом. На территории Польши в бою
за город-крепость Остроленко из своего миномета уничтожил 11 огневых точек, десятки солдат и офицеров противника. Участник штурма Берлина. После войны работал председателем колхоза, секретарем парткома. Награжден орденами славы 2 и 3 степеней, Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями за отвагу, за взятие Берлина, за победу над Германией, за трудовое отличие, за доблестный труд во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ленина, почетный гражданин Усть-Алданского улуса. Окороков Григорий Михайлович, призван в сентябре 1942 года, сержант-артиллерист, командир орудийного расчета, комсорг батареи 76 миллиметровых орудий. В марте 1943 года в сражении на Змеевском шоссе под Харьковом против танкового натиска превосходящих сил дивизии СС «Мертвая голова» 25 бойцов-артиллеристов повторили подвиг 28 панфиловцев под Москвой в 1941 году. Орудийный расчет сержанта Окорокова подбил 11 танков, 2 самоходные пушки, 3 бронетранспортера, 8 автомашин противника и уничтожил 150 эсэсовцев. Когда закончились снаряды, артиллеристы взялись за связки гранат, бутылки с зажигательной смесью и приняли последний смертный бой. Погибли, но врагов не пустили. И сегодня мы по праву гордимся именами и боевыми заслугами воинов-якутян, прошедших по всем фронтам. Их дела и имена золотыми буквами вписаны в общую историю Республики Саха-Якутия.